Мобилизация – еще один термин, который сейчас входит в наш лексикон. Под мобилизацией я имею в виду не только привычное всем военное значение этого слова, но и мобилизацию в экономике, мобилизацию сознания людей. В такой более широкой трактовке этого понятия частичная мобилизация не выход. В той же экономике, в различных ее отраслях нам нужна мобилизация на 100%. И тогда будет результат, в том числе по импортозамещению, укреплению технологического суверенитета нашей страны. В разных сферах ситуация везде сложная и очень разная. Мы знаем, как непросто идет этот процесс в машиностроении, станкостроении, авиастроении. И в то же время наблюдаем позитивную динамику в нефтегазовой сфере и в нефтехимии, что еще раз наглядно показал Татарстанский нефтегазохимический форум. А как обстоят дела с IT-отраслью? Вы удивитесь, достаточно неплохо. Еще одним наглядным свидетельством этого стал теперь уже традиционный форум Kazan Digital Week. Во-первых, мероприятие поразило своим размахом и креативностью. Казань совершенно очевидно становится ведущим центром компетенции в сфере цифровых технологий в стране. В этом году в рамках форума прошло порядка 120 мероприятий. В его работе приняли участие более 13 тысяч человек из 32 стран мира. На выставке Kazan Digital Week было представлено свыше 200 проектов в IT-сфере. А кроме того, в эти же дни в Казани прошел чемпионат Digital Skills, на который съехались участники из 30 регионов страны. Заметным событием стали и первые в России фиджитал-игры, уникальные по зрелищности мероприятия, где виртуальные состязания сочетаются с реальными. С непривычки пока тяжело произносить отдельные новые понятия и слова, но в Казани, как показывает практика, все быстро входит в традицию, а различные мероприятия обретают постоянную прописку. А форум запомнился не только играми и выставкой, но и круглыми столами, дискуссиями, важными обсуждениями. Главной, можно сказать, сквозной темой которых стало импортозамещение в сфере информационных технологий. Грандиозность, креатив, размах. Цифровой форум в Казани готов удивлять снова и снова. Третий по счету Kazan Digital Week намного масштабнее прошлогоднего. Шутка ли, более 200 компаний со своими разработками, гости из Малайзии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Мьянмы и других стран. Более 80 министров из российских регионов, огромное количество мероприятий, круглых столов, панельных дискуссий. Первые в России игры будущего или фиджитал-игры. Незабываемое шоу, когда зрелищный киберпоединок сменяет не менее зрелищные игры на реальной площадке. Цифровой чемпионат по IT-технологиям Digital Skills. Отдельная история в рамках масштабного форума. Несколько крупных конференций. Губернаторский круглый стол «Цифровая Россия». Продолжать можно долго, но дело даже не в количестве мероприятий и ярких образах. За ними очень серьезная суть. Kazan Digital Week 2022 – это про то, как отечественные цифровые решения кардинально меняют нашу жизнь к лучшему. Акцент в данном случае на слове «отечественные». Приветствуя участников форума по видеосвязи, премьер-министр России Михаил Мишустин отметил солидный прогресс IT в России за последние 2 года. Объем реализованных на рынке решений собственного производства, оказанных услуг и выполненных силами российских специалистов работ вырос на 75%. И превысил к концу прошлого года 2 триллиона рублей. Татарстан в этом плане пример показательный. Этот год в республике объявлен годом цифровизации. Целей и задач масса. И почти все они сверхамбициозные. Ввести в строй новый IT-парк в Казани имени Башира Рамеева уже сделано. Вывести на новые высоты IT-город Иннополис. Все по плану. Перевести в электронный формат все социально значимые услуги для населения. По данному направлению прогресс на 80-85%. В Центре цифровой трансформации заверяют, поручение президента Минниханова будет выполнено обязательно. Из новых проектов, которые скоро будут полноценно запущены, приложение Локала. Цифровой сервис, который объединил на одной платформе горожан, бизнес и управляющие компании. Социальная сеть для жителей, которая включает в себя 3 основные функции. Первое – это мессенджер для общения жителей в рамках одного двора. Второе – это маркетплейс для взаимодействия жителя с бизнесом, который представлен в шаговой доступности от места его жительства. И третье – это ключевая функция голосования в многоквартирных домах в электронном виде. В первую очередь мы, конечно, акцент делаем на повышение условий или комфорта и безопасности для водителей.
Традиционно на форуме много разработок, связанных с транспортом и безопасностью на дороге. Один из проектов – единая платформа управления транспортной системой, сокращенно ЕПУЦ. Ее начали разрабатывать 2 года назад. Система собирает и анализирует транспортные потоки в режиме реального времени. На форуме вопросу внедрения интеллектуальных транспортных систем была посвящена отдельная конференция. Системы, приложения, программные продукты, которые в разы облегчают нашу жизнь. По линии госуслуг. Я зашла в личный кабинет, посмотрела сформировавшиеся декларации, нажала на кнопку «Оплатить» и все свои налоговые платежи оплатила за 3 минуты. Этот процесс у меня занял 3 минуты. Если бы это происходило несколько лет назад, вы представляете, пришло бы письмо из налоговой инспекции, а если бы оно не пришло, надо было бы идти. Сегодня по такому же принципу работают все компании, которые имеют дело с большим потоком клиентов, иначе невозможно оставаться конкурентоспособным. Цифровые сервисы и сетевой компании в разы упростили многие процессы, в том числе по техприсоединению объектов. В это приложение потребитель загружает все необходимые данные для технологического присоединения, то есть территорию земельного участка, адрес, фамилия, имя, отчество и подает заявку. Заявка рассматривается, и в течение суток потребителю приходят тех условия, необходимые для выполнения нашим потребителю. Цифра активно проникает в сферу сельского хозяйства. На форуме Рустаму Минниханову презентовали проект «Агрополе», который, как говорят сами его разработчики, на единой платформе уже объединил более 2500 пользователей. То есть здесь информация по регионам, это динамика по надоям, здесь карта грамма раскрашена по районам, то есть чем темнее, тем больше молока этот район дает. Дальше мы проваливаемся в район какой-то, получаем информацию по молочному сектору, по данному району. Мобильная установка по флюорографическому обследованию с использованием искусственного интеллекта работает, можно сказать, идеально. Протестирована программой 7 дней. Уникальная разработка, что очень важно, полностью отечественная. Здесь все абсолютно советское. Спутниковая связь советская, спутники советские, российские, теперь уже будем говорить, да. КАМАЗы, но они полностью наши, татарстанские, российские. Значит, генератор, который вы здесь видите на заднем фоне, это все российское, да. Еще одна фишка форума – большое количество разработок, представленных школьниками и студентами. Ребята из Актаныша презентовали наш аналог пушкинской карты. Такой вот именной QR-код, который дает его обладателю право на посещение различных культурных и спортивных объектов. Если хотите своеобразный виртуальный абонемент, в районе разработку школьников уже готовы внедрять на практике. Еще одно популярное направление – специальное приложение для школьников и их родителей. Разработка учащихся 34-й Казанской школы и КНИТУ КАИ. С ее помощью можно следить за расписанием занятий, заказывать еду. Урок, кабинет, учитель и время. Да. Звонков. В этом же Telegram-боте можно сделать предзаказ еды. Из 6 модулей проекта 2 полноценно работают, 1 – безопасность. В высокой стадии реализации, еще 3 в разработке. По словам руководителя проекта Рамиля Загидуль, процесс займет не больше 2 лет. А школа типовая, соответственно, и проект получается почти типовой. Вот. А самое интересное, что затраты почти минимальные, так как мы студенты, допустим, вычислительные ресурсы, такие как сервер, на котором приложение развернуто, они представляются, в большинстве случаев бесплатно. Мы 6 проектов по цифровым исследованиям, цифровым технологиям показываем здесь, и везде активное участие принимают наши студенты. И бакалавры, и магистры, я уже не говорю о аспирантах и молодых ученых. Соответственно, это и сегодняшний день нашего вуза, это и завтрашний день нашего вуза. В Татарстане процесс создания и внедрения IT-технологий, можно сказать, поставлен на поток. Над большими задачами работают большие команды. Рустам Минниханов считает, что в этом вопросе результата можно добиться только за счет системной работы. В каждом министерстве нашей республики есть заместитель, который прошел обучение и отвечает за цифровые технологии. Такая же работа и на муниципальном уровне. Они все прошли обучение и также являются ответственными за цифровизацию. Как раз опыт создания в Татарстане команды мы, собственно, можно сказать, и переняли. Да, коллеги к нам приезжали, например, обмениваться за опытом по построению платформы создания приложений. Здесь мы тоже, так скажем, взаимное опыление произошло. Конечно, мы взаимодействуем с многими регионами, с компаниями из Татарстана мы плотно работаем.
Цифровая трансформация уже не просто реальность, а необходимость для компаний целых индустрий. И отрадно, что в России сейчас многие это понимают. Значит, результат будет и уже есть. Форум в Казани тому наглядное доказательство. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней.